Ради Хабиров провел оперативное совещание в правительстве. На нем по видеосвязи присутствовали и главы районов. Поднято много тем, но основная – смена всех вице-премьеров республики. Ко мне обратилось руководство правительства во главе с премьер-министром правительства с Магдалом Руштем Хабибовичем с предложением, и все вице-премьеры с предложением подать в отставку. Я Рустем Хабибовича попросил этого не делать, а продолжить работу в качестве премьер-министра. В отношении 8 вице-премьеров я подобную ставку принял. Ильшат Тажидинов, Фархад Самедов и Ильшат Фазрахманов останутся вице-премьерами, но уже с приставкой ИО. Андрея Трухана, вице-премьера, курирующего вопросы строительства, транспорта и архитектуры, сменит Раиф Абдрахимов, бывший вице-мэр Красногорска. Вице-премьера, курирующего силовой блок Марата Магадеева, сменит заместитель командующего войсками Росгвардии в Приволжском федеральном округе Артур Ахмедханов. Бывший министр социальной защиты Ленара Иванова будет ответственна за надзор в социальной сфере вместо Салавата Сагитова. Министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьева сменит Олег Полстовалов, бывший директор Института права БГУ. Также в отставку подал заместитель премьера в области гуманитарной сферы Фанзиль Чингизов. Я хотел сказать, что, на мой взгляд, это очень взвешенное, я бы сказал, мужественное решение вице-премьеров. Это показывает, что это зрелые руководители. И при этом те коллеги, которые хотят и дальше свою энергию, свой опыт и профессионализм использовать на благо нашей республики, жителей, они, соответственно, найдут свое место в рядах различных для того, чтобы продолжить работу. Также Ради Хабиров обратил внимание правительства на ситуацию с Башавтотрансом. Предприятие уже не первый год несет одни убытки. Совершенно непонятная для меня история складывается в ГУПе Башавтотранса Республики Башкортостан. Главы жалуются, что они теряют автовокзалы. Главы жалуются, что нету нормальной работы. Я попросил представить мне информацию о текущем состоянии дел. Первое. За 7 месяцев наметился убыток 2,5 раза. Второе. Мне очень непонятно, на мой взгляд, немотивированные продажи имущества ГУП Башавтотранс. В ходе совещания выяснилось, что руководство Башавтотранса выставило на продажу земельные участки, предназначавшиеся под автотранспортные предприятия. С администрацией города их продажа не согласовывалась. АТП Степана Злобина 0,4 гектара. Объекты недвижимости Злобина 4,7 гектара. Улица Цветочная 2,3 гектара. Это что такое? Затем Ради Хабиров обратил внимание и на руководство Башавтотранса. Кто принимал решение о назначении Махиянова на должность руководителя? Мне дали справку по руководителю. Это что, у нас специалист по банкротствам, что ли? Значит, в 2014 году он работал в Башавтотрансбанк. Я так понимаю, его не существует. С 2014 по 2016 он работал в Зерганской МТС. Его тоже, садитесь, пожалуйста, не существует. С 2016 по 2017 работал в речной порт Уфа. Он существует? Не существует. Сейчас Башавтотранс. Это что такое? Помимо Разима Махиянова, в рио главы упомянул семейный подряд Урала Ахметова, человека, который не первый год руководит рядом объектов Башавтотранса. Вот мне дали справку по объектам, которые входят и предприятиям Башавтотранс. Вы все слушайте, пожалуйста. Значит, УПА ТП, директор Ахметов Дим Анасович, родной брат Ахметова Урала. УПА ТП-2, Надышин Эмиль Ильдусович, племянник Ахметова Урала. БРУК, это, я так понимаю, учебный комплекс, директор Надышин Альберт Ильдусович, племянник Ахметова Урала. Управление, финансовый директор Ахметова Ирина Анасовна, это сестра Ахметова Урала. Ради Хабиров потребовал немедленного увольнения директора Башавтотранса, но одним увольнением дело не закончится. Доложите об увольнении. Представьте мне фигуру человека, который будет исправлять то, что там происходит. И материалы отправьте, пожалуйста, Алексей Анатольевич, отправьте, пожалуйста, в прокуратуру по Башавтотрансу. Разим Махиянов уже написал заявление об уходе и покидает пост директора. Исполняющим обязанности руководителя назначен Адир Самиев, ранее возглавлявший один из филиалов Башавтотранса. Глеб Безбородов, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.